молодежь будет возвращаться, потому что здесь наши корни, и здесь можно реализоваться сполна в искусстве, в бизнесе, в культуре. Меня зовут Айдер Алиев. Родился я не в красивых местах Озенбаша, где родилась мама, и не в прекрасной Балаклавской долине, откуда родом отец. Родился я в лютый зимний месяц среди высоких сосен на лесоповале в Марийской АССР, куда были высланы родители. Вот в таких экстремальных условиях был брошен наш народ для выживания. Таким образом, была сделана серьезная попытка удалить из сознания народа все то, что связано было с Крымом. Когда уже заканчивал 8 класс, надо было уже идти учиться, руководитель студии, он сделал запрос в Ташкент, пришел ответ с перечнем специализации, значит, там живописно-педагогическая, скульптура, керамика и много остального другого. Но я говорю, я не хочу быть педагогом, я хочу быть художником. Второе образование, у всех в дипломе было написано по специальности и педагог черчения рисования в средней школе. Он мне сказал, вот скульптура, она имеет перспективу строиться города, дома, где необходимо и декоративную парковую скульптуру ставить, монументальную. Вот. И мне это, конечно, очень понравилось. И я до сих пор не жалею, что выбрал эту специализацию, потому что в контексте мирового современного искусства знание объемов, она не только украшает, но придает особый смысл всем вот выставкам в виде перформансов, объемно-пространственных композиций. С институтом, конечно, особые воспоминания, впечатления. Мы начинали, значит, к нам заходили старшекурсники, и интересные такие диалоги были. И, как всегда, в группе были лидеры, кто-то не очень там. И они говорили, что, вы знаете, мало хорошо лепить, рисовать, писать. Вы не думайте, что вы сразу станете художниками. И это беспокоило. Институт я закончил, уехал в Фергану к себе. И там уже началась вот такая творческая работа. И интернета не было, пришлось очень большой объем журналов выписывать западноевропейских стран, потому что надо было знать, что в мире творится, о чем выставки, какие работы, что волнует. Потому что, сидя у себя дома, сложно было вообще ориентироваться и делать какие-то работы. Потому что был большой мечтой, чтобы без фамилии по работам тебя узнавали. И для этого, конечно, очень много времени ушло. У каждого этот путь, он разный. Кто-то выходил с дистанции, потому что с нами очень талантливые студенты учились, но потом их почему-то не стало. Вот. Поэтому, наверное, быть художником – это многое надо, наверное, видеть, знать. Я долго не мог выйти на скульптуру, потому что понимал, что она сложно именно связать ее с окружающей средой, с пространством. Это взаимосвязанные вещи, которые надо было именно путем эксперимента в мастерской, в небольших работах решать эти проблемы. Ушло много времени, пока я вот встал и формировался как художник, но Узбекистан – это вот то место, где уникальная культура декоративно-народного искусства,
изобразительного искусства. Это своеобразная школа явилась для меня. Я никогда не думал, что искусство может приносить заработок. Я к этому очень относился к тому, что это такое увлечение, которое ну, для души делается. Потом, позже начинаешь понимать, что для скульптуры необходимы какие-то материалы, что их надо оплачивать, покупать где-то. И поэтому, ну, первые работы, я помню, у меня покупало Министерство культуры там, в Узбекистане. Помню, очень знаковая покупка – это Союз художников СССР, когда купил у меня работу. Мое творчество, наверное, можно разделить на два периода. Это узбекский период и крымский. В Крыму уже заново пришлось изучать, потому что вообще проблемы искусства, они не лежали на поверхности. Потому что Крым – это полиэтническое такое место, где много и народов проживало. И даже в самом у нас крымско-татарском народе мы очень много там делимся. Здесь, конечно, пришлось очень много копать. Современное древоизобразительное искусство, она корнями должна питать от народного искусства. Именно там заложены вот, характер, темперамент народа. И если это суметь увидеть, просмотреть, то можно это применять и в изобразительном искусстве. Это к вопросу о том, что искусство, оно, каким бы современным ни было, оно иметь должно адресность. С одной стороны, и с другой стороны, учесть вот те тенденции, которые происходят в мировом искусстве, чтобы быть интересным за перекопом. Меня восхищают работы Родена, Бурделя, Микеланджело, естественно. Потому что нас учили, если мы делаем какую-то скульптуру, значит, его привязывать к месту, чтобы оно было масштабно. А великие мастера, они решали эту проблему по иному пути. Они формировали пространство. Это, на мой взгляд, очень, очень ценно. Вот две позиции, которые необходимы для того, чтобы вот ставить скульптуры. Иначе мы столкнемся с бутафорией, с оболочкой. Кроме вот того, что кому мы ставим памятник, это поэту, писателю, политическому деятелю еще. Все это должно работать на вот этот образ. В Узбекистане, в Крыму скульптура пришла позже, в силу вот конфессиональных там ислама, вот, потому что если живопись мы можем видеть вот там Устаева, там еще там ряд художников. И такая же участь была и в Узбекистане, в Казахстане, в Киргизии, в Таджикистане, потому что там намного позже пришла и стала развиваться уже где-то в 60-е, 70-е годы, когда как живопись она имеет более древние корни. Но у меня лично не было таких предрассудков, предрасположений. Любая нация – это светская сторона и религиозная. Почему мы должны отказываться? Причем скульптура, она это дает возможность показать миру о своих достижениях, о своей трагедии, вот, о своих героях, там, поэтов, писателей, политических деятелей. И это вид искусства, оно по своему характеру, оно долговечное, поскольку у скульптуры главный предмет скульптуры человек, вдохновляет человек во всех его проявлениях. Потому что деятельность его, то есть это мужчины и женщины, дети, старики,
Это и комично, иногда и трагично. Все это является объектом скульптуры. Потому что мы в скульптуре не можем изобразить, хотя есть рельефные изображения пейзажей, там, натюрмортов, но в основном это все-таки человек, объект. Для меня Амедхан Султан, Нуман Челебеджихан, Исмаил Гаспринский – это знаковые фигуры, которым хотелось бы что-то сделать в память. Вот. Поэтому мне посчастливилось Исмаилу Гаспринскому в 1997 году сделать с долговечного материала памятник, где спонсором был Ситумер Берберов, я за что благодарен ему. Времена были тяжелые. Также посчастливилось Нуману Челебеджихану сделать бюст. Это, может быть, этому человеку это не так много, но он, думаю, впереди, возможно, еще мы продолжим эту тему. А насчет Амедхана Султана я вспомнил историю в 1975 году, когда я уже на последних курсах института учился. Мама была в Крыму и ездила в Алупку специально, чтобы сфотографироваться возле бюста Амедхана Султана. И там же штатный фотограф, он отказался, потому что боялся потерять работу. Когда мама приехала, она мне рассказала, я сказал, мы сами сделаем памятник Амедхану Султану, и все будет нормально. В прошлом году мы поставили, памятник Амедхану Султану. Конечно, было много споров. В основном эти споры касались места установки. Но не все в наших силах, и не все от нас зависит. Критика была в мой адрес, не столько, наверное, мой адрес, а сколько в адрес места, куда был поставлен Амедхан Султан, памятник. Я не стал реагировать на эту критику, потому что надо было поставить памятник. Это для меня важно было. Я нашел решение, и думаю, что профессионалы могут сказать по поводу художественного решения и ценности. Это для памятника важное. Может быть, с местом есть внутренние противоречия, но в целом с памятником я доволен, и это для меня большое счастье видеть работу в материале. Я слышал отзывы от других национальностей, которым тоже нравится, от профессионалов, от скульпторов, живописцев. Для того, чтобы выходить на большие памятники, необходима та экспериментальная выставочная работа, которая делается в малых размерах. Там ты решаешь проблемы и сакральные вещи. Не все, может быть, показываешь зрителю, но это важный процесс, и его нельзя игнорировать. Если мы хотим расти, быть интересными для зрителя и каждый раз показывать какие-то новые вещи, это очень важно. Потому что нельзя обманывать. Если раз обманул, он не придет потом к тебе на выставку. Каждый раз надо более совершенствоваться и креативно подходить к тому, что интересно, что волнует сегодня зрителя. Общение происходит почти каждый раз, когда находишься в мастерской, потому что есть работы, которые можно продолжать серию тех начатых решений пластических. Есть более ранние, более поздние работы, и они одинаково воздействуют на меня для того, чтобы ты мог двигаться дальше. У меня мечта сделать памятник возвращению. Потому что если бы мы не использовали этот исторический шанс, не возвратились бы основным потоком в 90-е годы, то мы бы, наверное, исчезли бы.
как народ, как нация. И поэтому, думаю, это очень важная работа. Я ее где-то в объемно-пространственной композиции уже обозначил. Это бытовой рай или компактное проживание. Потому что мы, когда ехали сюда, нас, мягко говоря, никто не ждал. Поэтому мы, с одной стороны, было огромное желание жить на своей земле, и с другой стороны, непонимание. И поэтому вот вылилась она в эту композицию, и думаю ее продолжить, и в будущем, возможно, найдутся спонсоры, и мы поставим этот памятник. Может стоять в одном из или нескольких вот компактного проживания крымских-татар, а может быть и где-то в городе. Потому что в город приезжает много людей, и думаю, чем больше увидят люди, тем, наверное, лучше для нас. И это каким-то образом может снять вот то напряжение, которое вот существует в народе. Потому что мы за столько лет очень мало что мы поставили и сделали не по нашей вине. Нас просто здесь не было. А сколько у нас деятелей, вот, и героев, и писателей, поэтов, которые достойны памяти и уважения. Чтобы не потерять идентичность и сохранить вот ту аутентичность, должны, наверное, обратиться к народному искусству, к музыке. Они наиболее сильно влияют на эмоцию, на наше состояние. И вот здесь мы можем прослеживать вот тот характер, вот тот темперамент народа, который можно постепенно развивать. Мы пришли сюда возрождать свою культуру, утвердиться на этой земле. А мир можно удивить только своеобразием искусства, культуры. Чтобы сохранить идентичность, конечно, мы должны сохранить язык. Мы очень много об этом говорим и показываем, пишем. Я забыл, кто это высказывал, но словами мудреца скажу, что Бог одарил народ определенным языком и на нем общается. И если мы просьбами о помощи, если мы обращаемся к Богу, то надо, наверное, обращаться на языке, дарованном Богом. Ответственность молодого поколения перед старшим поколением не только в то, что мы вернулись на родину, но и, думаю, большая ответственность лежит в продолжении вот тех традиций, тех идей, которые начаты были старшим поколением. Это одинаково касается там, писателей, художников, деятелей театра, всех структур культуры. Эта ответственность, я думаю, никогда не должна покидать, где бы мы ни жили, за пределами Крыма или в Крыму, всеми способами, средствами, возможностями, желаниями работать на возрождение культуры. Культура, она способна объединить и все негативы отбросить, потому что живем мы в сложное время, в критическое, и чтобы мы потом не сожалели о том, как безрассудно мы могли распоряжаться тем временем, которое было нам дано. Потому что безвозвратно время может уйти, и мы мало что можем сделать. Сегодня, я думаю, у нас достаточно энергии, достаточно внутренней возможности, стержня, который мы имеем, чтобы работать на вот эту идею, на возрождение. Потому что только так мы можем выжить, и мы интересны будем всему миру, и тем, кто приезжает сюда. Потому что только этим можно удивить мир. Потому что мы частичка того глобального мира,
который стоит на вот таких отдельных субъектах идентичных. Бизнес – это тоже может работать на объединение людей. Надо вспомнить, вот те 90-е годы, когда мы вернулись в Крым, мы ведь были другими. Мы уважали друг друга, мы помогали друг другу. И потом, по истечению времени, мы подзабыли вот как 90-е годы. И понятно, что кто-то стал богаче, кто-то беднее. Вот. Но это не должно нас отделять друг от друга. Я счастливый человек. У меня 2 детей, 2 внука, которыми я горжусь, Самир и Наед, которые связаны с искусством, ну, не со скульптурой, болеют за нашу культуру. Они обе живут за пределами Крыма, но я надеюсь, рано или поздно вернутся и сделают все возможное для возрождения культуры, искусства нашего народа.